Всех приветствую. Честно говоря, что-то я не укурываю. В чем там дело? Хутко смачно закрывают, что его там переносят. Какие-то шаурмичные поставили. Черти что, честное слово. Где теперь взять эту Златку? Господи. Где погреться в мартовские холода сейчас? Где постоять, там тяпнуть, где этого Боброва взять с-под полы у мужиков с пакетов? Честное слово. Было доверие, потому что это хутко смачно, это на белорусской мове было все. А где белорусское, там качество. Раньше в очереди выстраивались. Люди покупали места один у одного, чтобы быстрее до этой Златки добраться, чтобы по морде растекалась, а потом вся. Жирненькая, хорошенькая, черт пойми, что там намешано, но очень было вкусно. Очень полезно. Там уже потом начали делать, это расшираться уже было. Уже это барные стоечки пошли. Там можно было постоять, с девчонкой пройти в конце концов. А сейчас, куда идти вечным студентам? О чем вы говорите? Особенно после 12, где уже в общежитии все обои подъедены. Осталось только одно место, куда можно девчонку сводить. Это где это пицца на Академии наук. Ну и то пока не прижучили, лучше об этом не говорить. Как же демографическая обстановка в стране? Как говорится, удар у боксера начинается с ноги, так и половая жизнь у студентов начинается с ларка, с хутко смачно. Урезали. А потом жалуются на рождаемость. Не надо. Як ее там, это белорусская газета, это «Господи помилуй, народная воля, маточка Насвенча». Напишите, в чем дело. Почему прижимают народный аппетит. И такое поверье пошло, что сначала с запада там эти Макдональдсы гнали сюда табуном. Теперь с востока прижимают. А что делаем мы, центристы, с прекрасной кухней? Знаете, что бы ни произошло, хутко смачно всегда останется в наших сердцах. Поезда опять это взвинтили вверх, это закрутили цены так, что мама дорогая. Как говорится, скорости не прибавилось, а карман опустел. Как сейчас ехать, простите, детям до батьков, батькам до детей? А люди, которые едут на даче? Господи, так там все порастет полынь травой. Каралатский жук атакует бульбу. Капустница поесть все голубцы, честное слово. Надо какие-то, я не знаю, там посмотрите, прикиньте, какие-то поручни укрутите, чтобы, может, стоячие билеты можно было продавать, до яких хоть беняконь доскакать, честное слово. Поезд это целая жизнь, поезд это экскурсии. В поездах создаются мемуары, создаются дети, пишутся новые картины. Вы что? Поезд это искусство. О чем вы говорите? А искусство на голодный желудок, сами знаете, лучше идет. Ну, может быть, в этой области и правы, что задрали чуть-чуть цену так, что не поехать, честное слово. Там как сейчас молодым крутиться, лишь брали раньше этого шкаф, этой купешную, то снимали, ехали там, делали свои дела потихонечку от станции до станции, честное слово. Дешевле было, чем однушку на сутки в этой столице снять. Сейчас однушники прознают, взвинтить цены, так что придется под Хвоей где плясать. А под Хвоей напляшешь на 15 суток. А на чем прикажете сейчас отправляться в медовый месяц? Скоро як индусы будем. Короче, все это везде взаимосвязь. Это цепочка неразрывная. Кто-то скажет, что это две новости несовместимы. Но, как говорится, две параллельные все-таки когда-то пересеклись. И по нему нову пошли поезды. Ні туди, ні сюди, як говориться. Всім щастя! А коли мне треба песня, так не заспеваем. Мы живем не дренно, не переживаем.